Школьники Северной Осетии сдали первый образовательный экзамен по русскому языку. Тестирование прошли около 6 тысяч человек. В республике организован 31 пункт приема ЕГЭ. Чтобы избежать скандалов, в этом году ужесточили условия проведения экзамена. Помимо общественных наблюдателей, в каждой аудитории установили по 2 видеокамеры. За происходящим по ту сторону экрана пристально следят эксперты. Результаты тестирования по русскому языку будут известны 10 июня. Следующий на очереди – экзамен по английскому, который пройдет 2 июня. Мы подготовлены с технической точки зрения к проведению этой процедуры. Сотрудники полиции обеспечивают охрану правопорядка. Все проходит в штатном режиме, и в принципе мы надеемся, что этот день станет еще одним днем прошедшего этапа в жизни наших выпускников, и они получат свои результаты для дальнейшего определения своей судьбы, для поступления в высшее учебное заведение. В Северной Осетии проходит Совет территориальных органов ФАС России. В нем принимают участие представители общественных организаций, Ассоциации молодых предпринимателей, Торгово-промышленная палата и другие органы исполнительной власти. На заседании обсудили методы активного содействия молодым предпринимателям и оценили возможности антимонопольных органов в оказании поддержки малому бизнесу. По мнению представителей исполнительной власти Северной Осетии, в республике малый бизнес развит недостаточно и требует дополнительного внимания. Необходимо улучшить систему взаимодействия антимонопольных служб, институтов по поддержке предпринимательства. Выделили множество вариантов взаимодействия, например, техническое присоединение к инженерным сетям на рынке услуг или поставки энергетических ресурсов на рынке договоров. Акция «Спасибо, донор» прошла в Беслане. Она приурочена ко Дню защиты детей. Мобильная станция переливания крови расположилась прямо в центре города. Сдать кровь мог любой желающий. При этом каждый донор получил в подарок открытку, сделанную руками детей, находящихся на лечении. Кроме того, им полагается шоколад, денежная премия и 2 выходных. За 3 часа донорами для тяжело больных детей стали более 50 человек. Далее передвижная станция переливания крови отправится в город Ардон. Подобная акция в Беслане проходит уже 3-й раз. Ее инициатор – администрация Правобережного района. Каждый человек, нормально здравомыслящий, здоровый человек, не должен бояться, должен сдать кровь, потому что мы не знаем, все мы бываем в дороге, у нас родственники бывают в дороге, никто ни от чего не застрахован. Каждый должен знать, что его капля крови может спасти кому-то жизнь. Школьные отряды Северной Осетии собрались на 2-й республиканский слет. Он приурочен ко Дню миротворца ООН. Этот праздник по всем мире отмечается с 2003 года. Движению юных миротворцев Северной Осетии в этом году исполняется 15 лет. За это время школами мира стали 11 образовательных учреждений республики. Ежегодно в ряды правозащитников вступают десятки школьников. В торжественной обстановке сегодня членами движения стали почти 200 ребят со всей республики. Галстуки им повязали ветераны боевых действий. Как сказал классик, ребенок не сосуд, который нужно заполнить, а факел, который нужно зажечь. Вот мы взрослые вместе с детьми, ветеранами, мы зажигаем новых детей на ратные подвиги, чтобы они помнили историю, чтобы не только историю края, но и историю России, историю военного дела, Организации Объединенных Наций, чтобы они были лидерами в своих возрастных категориях, группах, ну и росли достойными членами нашего общества, своей семьи, своего города, своей республики. Праздник, приуроченный ко Дню защиты детей, прошел сегодня в школе «Эрудит». Мероприятие состоялось в рамках информационно-пропагандистской акции «Защити самое дорогое». В гости к ученикам пришли инспекторы надзорной деятельности. Дружина юных пожарных подготовила целое представление для спасателей. Презентация книги Георгия Тагашвили прошла во Владикавказе. Знаменитые исторические труды профессора перевели на русский язык. Теперь монография Вахушти Багратионти об Осетии и осетинах и населении Осетии стали доступны широкому читателю. Двухтомник с собранием трудов известного ученого сегодня презентовали составители – историки Аслан Суцеев и Алексей Чибиров. В него вошли статьи об остино-грузинских отношениях, произведение Сослан Давид, а также статья известного дагестанского историка Гасанова о жизни профессора Тагашвили. Это действительно очень интересные и очень серьезные исследования. Прежде всего, исследования остино-грузинских отношений, как экономических, как политических, так и культурных контактов, буквально с первых веков нашей эры. И я думаю, что самое важное
если говорить о значении этих книг, это то, что в них использован очень большой корпус письменных источников, которые нашим исследователям практически неизвестны. Это документы, которые хранятся в грузинских архивах, которые на грузинском языке, поэтому они малодоступны.